Фельдшер медико-санитарной части МВД Станислав Попов недавно вернулся из командировки на Северный Кавказ. За отличие в службе в особых условиях его и наградили. Сегодня Станислав Попов следит за здоровьем действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Уроженец Усть-Куломского Вольдина после окончания Сыктывкарского медколледжа успел поработать в сельском ФАПе, но его всегда тянуло на службу. Вот уже 4-й год он все в том же белом халате, но уже при погонах. Сегодня в медико-санитарной части все есть необходимое оборудование для лечения больных, такие как УЗИ-кабинет, рентген-кабинет, зубопротезный кабинет, дневной стационар, круглосуточный стационар. В списке награжденных и заместитель начальника Усть-Вымского отдела полиции Денис Паулаускас. Признается, самое сложное в службе – нести ответственность за личный состав подразделения и обеспечивать покой граждан. Район достаточно тяжелый, с определенной нагрузкой, с которой мы стараемся справляться на должном уровне, чтобы не подвести ни местное население, ни руководство МВД. Благодарности и награды получили больше 100 полицейских. Часть из них уже давно в отставке. Но, как отметил глава Коми Владимир Уйба, именно ветераны органов внутренних дел сегодня поддерживают славные традиции Коми-милиции. Я благодарю вас за добросовестную службу, терпение, внимание к людям, полную самоотдачу, мужество и решительность. Отдельное спасибо за ваше содействие в охране общественного порядка на исконно русских территориях, которые вернулись в состав России. Сегодня же в МВД по Коми подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие. Количество преступлений с применением IT-технологий в регионе сократилось на 17%. На треть уменьшилось количество грабежей. При этом повышается уровень раскрываемости по отдельным направлениям. Стабильно высокими остаются показатели расследования фактов причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, угонов автотранспорта, а раскрываемость убийств, изнасилований и разбойных нападений на протяжении 5 последних лет составляет 100%. Новые авто, которые отправились сегодня в районные и городские отделы полиции, должны помочь дежурным экипажам на местах. Весь транспорт уже прошел техническую подготовку, оснащен всем необходимым для эксплуатации в сложных дорожных и погодных условиях. Виктория Палкина, Олег Юшков, Артем Соколов, телеканал Юрган.